Мы здесь собираемся для сохранения татарского языка, татар тілін сақларға, өзара сөйлешерге, татар жырларға. Шулай мына бүгін жаңа кішілер біздің көп, мында танышыгыз, аралашыгыз, өзара. Но мында нинди жаңалыклар біздің инде. Значит, новости какие? Вот у нас позавчера был день памяти Бедраса Киркорова. Здесь многие с ним общались, да, вот последние 10 лет, когда он был у нас. Ну, вы знаете, это отец Филиппа. Вот у него был вечер памяти, там тоже нам большое внимание уделили. Ну, потому что вот на похоронах, например, выступал Филипп и выступал я. 5 человек всего выступало. Вот, поэтому вот такая потеря для нашего штаба. Он был в координационном совете у нас, Бедрас Киркоров. Здесь рядом жил он, мы друг к другу в гости ходили. Ну вот Зураб Церетелли тоже был в координационном совете у нас в свое время, тоже был у нас в штабе постоянно, тоже вот потеря для нас. Но здесь новости какие у нас новости? Новости, вот я был в одной школе, да, в одной школе, мы еще фильм про это снимем, Исамбаева называется, оттуда родом моя бабушка. Мне давно хотелось побывать там, я был в этой деревне. Представляете, все говорят на татарском языке. Вся школа на татарском языке, концерт на татарском языке. Вот просто вот на родину бабушки. Но у нас очень два важных события, вот вы внимательно послушайте, это вот 21 и 28. И мы очень надеемся, что не только вы, но вы туда приведете своих друзей 21 и 28. 21 числа у нас будет мероприятие «Сабантуй» в нашем московском муфтияте, в котором мы также ходили на ифтары. Вот, об этой информации обязательно скинем. И 28 июня у нас будет московский областной Сабантуй в городе Химки. Там также привлекаем вас к активному участию. Мы будем проводить также национальные игры. Вот. Ответственные, те, кто хотят проводить, участвовать. Также, если у кого-то есть какие-то предложения по активностям на Сабантуе, мы открыты. С вашей стороны, вот все, что надо, мы можем предоставить площадку. Вот, обязательно участвуйте. Также в московском Сабантуе, знаете, наверное, 5 июля у нас в Коломенском парке Сабантуй. Там тоже у нас будет молодежная палатка. Тоже можем проводить как раз молодежные игры. Вот, кто хочет принять участие в московском Сабантуе, тоже можете подойти, можем обсудить, как будем что проводить. По поводу мероприятий, вот вчера у нас, конечно, прошел очень наш долгожданный, наверное, концерт нашего любимого многими исполнителя Марата Яруллина, мы все вместе сходили. Также дождались его до вечера, вместе спели с ним песни. По поводу активности, вот у нас, вы знаете, наверное, Рахат Кишляры проводит мероприятие, также вот сегодня в антикафе у нас встреча. Активности у нас также татар-мафия, которые проходят по понедельникам, по вторникам, там Руслан Курмакаев, куратор, он проводит. Если есть какие-то предложения, мы открыты. Вот у нас, например, будет молодежный слет, куда мы отправляем активистов. В этот раз у нас едет от активистов наша Лилия, так как она у нас активно принимает участие в наших мероприятиях. В этом мероприятии там как раз молодежные лидеры со всех регионов собираются, и там разные мастер-классы, обучение будет проходить, Лилия. Так что классно, поздравляем тебя. Да, мы тоже ждем. А у нас сегодня должна быть Диляра из финансового университета. У них вчера прошел фестиваль культуры. Они тоже также представили свой вуз финансовый, которым мы были с вами на мосте Татарстана. Вот. А если у вас тоже какие-то есть мероприятия в вузе, вы можете писать. Также мы можем вам помочь. У нас есть татарская одежда, татарские какие-то элементы, которые можно представить, красиво стол оформить. Также мы вам можем помочь с выпечкой татарской. Из новостей вот такие новости. Июнь тоже у нас будет активный. Мероприятий очень много. И мы всегда проводим Якшанды Яшаркиче с привлечением новых интересных людей. Вот мы познакомились, так как я хожу тоже на разные форумы интересные, вот, мы познакомились с Маргаритой, она у нас региональный директор по развитию. Мне очень приятно находиться в вашем обществе. Я первый раз
здесь, вот в таком молодежном, так бы я сказала, обществе. Мне очень приятно, что много девушек, много парней. И обратила внимание, конечно, на девушек, что многие, как и я в том числе, мы пришли в брюках, но я представляю бренд Конте в данный момент. Это колготки, белорусские колготки Конте. Также в нашем портфеле очень много товаров, которые для мужчин, соответственно, носки, нижнее белье. Мы открываем собственную розницу, в которой это все представлено. В Татарстане, в том числе, у нас есть крупные дистрибьюторы, это все есть. Но не об этом. Я бы хотела немножко узнать о публике, которая здесь собралась, кто в каких институтах учится, кто на каких факультетах, кому что интересно. Потому что моя целенаправленность, я веду переговоры со всеми каналами сбыта, так скажем, со всей страной, начиная там от дистрибьюторов, оптовиков, региональные, локальные сети, FMCG-сети, специализированная розница. Заключаем контракты и, соответственно, передаем уже непосредственно в управление своих филиалов или своих дистрибьюторов на территории. Моя задача – это популяризация женственности, так скажем, популяризация качественного продукта, потому что очень много сейчас на рынке no-name, который представлен везде, в том числе на региональных маркетплейсах. Это есть у нас на федеральных маркетплейсах, не буду их озвучивать, вы их все прекрасно знаете. Соответственно, мы, как компания Конта, у нас производство в Гродно. Мы, например, не можем конкурировать с крупными другими нашими конкурентами по качеству и размещать на аутсорсинге в Китае и в Узбекистане, потому что мы как бы за свою страну, за то, чтобы давать рабочие места своим людям на местах и обеспечивать нашу всю страну, Россию, где у нас 90% рынка сбыта сейчас. Было 80% в связи с СВО, 20% то, что было на Украине, у нас это отпало. С нами перестали работать прибалтийские страны, Польша, где у нас тоже есть свой офис. Это что касается Конта. Вообще, я бы хотела вам рассказать, если девушкам интересно, что такое колготки. Мальчики сейчас так на меня так смотрят специфически, и на носки в том числе, я про носки тоже расскажу отдельно. Но на самом деле это очень интересный продукт. Я ему отдала 25 лет жизни. С 2000 года работала с такими крупными концернами Golden Lady Group 20 лет. Работала с Пьер Карденом целый год. Мы разрабатывали интересные модели. Работала в бренде Encanto. Этот бренд, можно сказать, создан мной и моими коллегами, которых я принимала на работу. Очень много интересного. Если кому-то интересно, например, рассказать что-то по продвижению, по позиционированию, по каким-то коммерческим условиям, по сетевому маркетингу и по дистрибьюторским ценам, это все я могу вам рассказать, но это будет очень долго. Вкратце, колготки – это женственность, это красота, это какая-то уверенность в себе. В нашем бизнесе очень много мужчин работает, в основном мужчины, и владельцы нашего бизнеса тоже мужчины, и они задают вопрос, они говорят, когда идет женщина в брюках или в платье, куда падает взгляд у мужчины? Конечно, на ту женщину, которая одета в платье. Сейчас из-за того, что такая эмансипация, женщины, мы можем все, нам так кажется на самом деле, и может быть мне тоже кажется, что мы можем все. Конечно, мне бы хотелось, чтобы девушки носили колготки, в частности, Конта, где я сейчас работаю 4-й год, руководителем направления по всей стране. Также, что интересного, у нас много мероприятий, много мотивационных программ непосредственно с региональными менеджерами. У нас по всей стране существуют региональные менеджеры, которые непосредственно взаимодействуют уже с клиентами на местах. Мы их мотивируем, устраиваем всевозможные конкурсы, привозим в Белоруссию, потому что я столкнулась с тем, что даже многие владельцы бизнеса, которые имеют огромную доходность, они своих, свой персонал не мотивируют. И получается, что
Они говорят, ну почему мы должны продавать твое конто? Мы можем там продавать Омсу, там, LCC или Golden Lady. Мы делаем такие программы, мы приглашаем, устраиваем конкурсы, кто больше всех продал, победитель едет в Белоруссию. И рассказываем о стране, о культуре Белоруссии, в том числе о замках, о истории, то, что это в Белоруссии тоже образовалось не сразу, было другое государство. Вот, потому что сложно продавать белорусский товар на русском рынке. Многие знают, что у нас есть качество, и в то же время они говорят, ну это Беларусь, это не Италия, чем вы можете нас удивить? Когда я перешла в компанию Конта, я приехала, и мне говорят, мы тебя должны повести на производство, показать производство. Я тоже была скептически настроена и думала, ну чем меня могут удивить люди, если я 20 лет поработала с итальянцами. На самом деле, после просмотра фабрики, всех технологических процессов, как все автоматизировано, они мне сказали, Маргарита, мы вас удивили? Я сказала, что да. На самом деле это правда, я не слукавила, потому что очень много интересных процессов, которые были там запущены, итальянцы не могли это сделать, которым я говорила, нужно делать так. Они говорят, мы не можем. А вот белорусы сделали. Я говорю, давайте мы это запатентуем. Они говорят, для чего? Для того, что патент через 3 года становится общенародным, и его может взять любой. Вот у нас есть такие мульки, секретики на нашей фабрике, которые вот производят. Производим мы также мужские носки, вот я вам обещала рассказать, что они тоже отличаются свойствами, структурой, отличаются швом, там есть, это уже технологии, там есть кетельный шов, есть обычный шов, от этого зависит цена. Когда говорят, что вот есть носки за 30 рублей, я просто жалею деньги покупателей, что нельзя покупать носки за 30 рублей, потому что, это используется другая нитка из переработанных материалов. Существует, допустим, у каждого производства есть отходы производства. И, соответственно, эти отходы, они копятся, и отходы производства мы продаем китайцам. Почему вот есть сейчас сбор одежды, которая не нужна, для переработки? Это все кладется в огромный чан. Это заливается растворителями. И это из всей этой старой массы получается такая нитка дешевая, и из нее вот делаются вот такие вот носки. Они не обладают ни гигроскопичностью, никакими качествами, чем отличается вот наша продукция. Не буду пиарить свой бренд, мы говорим просто про колготки, про женственность, про носки. Хотелось бы сказать, что на самом деле нужно выбирать всегда качество, потому что сейчас у людей не совсем много денег, я бы сказала, особенно в регионах. Я вот езжу по стране и вижу, на том же Кавказе, Татарстан еще хорошо живет, это еще особенно за Ками, как говорится, там все вот эти нефтяные разработки, там больше у людей есть достатка. Но в то же время нужно покупать качественный товар, который вы и проносите дольше, и у вас не будет ни раздражения на ноге, не будет перетягивать в носочках вам ножку. Да, это все технологические моменты у нас прописываются, и за этим у нас следят. Если, вы все такие молоденькие, мы-то все люди из СССР еще, мы помним, как это все было другое все, был контроль качества. В Беларуси, если это прописано в техническом регламенте, в технических условиях, в технологических картах, что нужно именно брать такую нитку, такая нитка берется. Потому что контроль качества в Беларуси сохранен, и существует очень сильный контроль качества. Если, допустим, мы выписываем накладную, как здесь в России, там «я тебе, ты мне», там такого нет. Там накладная идет под номером определенным, она выдается именно контролем качества. Выписывается в 3 экземплярах, идет, мне, вам и в контроль качества. Если кто-то из покупателей заявит, что в этой колбасе или в этом сыре, или в этих печеньках не то что-то, то накладывается очень большой штраф, и вплоть до того, что закрывается производство. Поэтому я вам немножко рассказала. Я из Московского государственного психолого-педагогического университета. Очень приятно. Меня зовут Настя, я из Высшей школы экономики.
Меня зовут Тимур, я из Бауманского университета. Всем добрый вечер, меня зовут Резида, я из Московского института электронной техники. Меня зовут Лилия, и я из медицинского колледжа номер 2 города Москвы. Меня зовут Эльнара, я тоже из медицинского колледжа номер 2. Меня зовут Адина, от НИМУ имени Пирогова, второй медицинский. Меня зовут Алсу, я тоже со второго меда. Эмиль из Московского политехнического. Зарубежное регионоведение Китай. Работаю в России сегодня. Альберт, аналогично. Амур, Бумол. Руфия, литературный институт имени Максима Горького. Я Рейсан, я из ЛПГУ. Меня зовут Алсу, я из МФЦ имени Пирогова. Всем салям, меня зовут Диана, бакалавриат я заканчивала в Плеханово, сейчас учусь в Гранд-Фикс. Всем привет, меня зовут Тимирлан, учусь в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина. Всем салям, я Рустам, учусь в Московском государственном университете на географическом факультете. Меня зовут Ильнур, я учусь в МГТУ. Здравствуйте, меня зовут Рафиль, я ординатор медицинского Пироговского университета. Меня зовут Олег, поэт, писатель, публицист. Состою в общественной организации «Национальная культурная автономия татарского города Домодедово». Очень приятно познакомиться с вами. Спасибо большое. Чернышев Валерий Григорьевич. Внедряю по жизни науку, золотую логику разума на очень широком уровне. Артур, учусь в МГТУ имени Баумана. Всем привет, меня зовут Гузель, я окончила РАНХИКС. Всем привет, меня зовут Анвар, я учусь в МГТУ имени Баумана, факультет биомедицинские технологии. Всем привет, меня зовут Нурсиль, я учусь тоже в Бауманке. Я вот прочитал книгу «Усть Жеремда Телем». Ну, значит, родная земля, свой родной язык. Это очень актуально. И когда я прочитал эту книгу, то я не удержался, я даже выписал некоторые моменты из этой книги. «Доколь татарам в спячке быть и стрелами друг друга бить, взамен того, чтобы укрепить союз один навеки. Вперед, единство, путь избрав, в товариществе крепче став, как две руки в один рукав, поднятые навеки». Габдулла Тукай это сказал. Теперь второе. Редакция газеты «Известия Татарстана» дружит с штабом татар. Это вот все здесь написано. Пока есть такие патриоты, как Рустем Ямалеев, за будущее нации можно не беспокоиться, не волноваться. Там так написано. Теперь, штаб татар – созидатель единства внутри татарской нации. Тоже здорово. Видите, Габдулла Тукай сказал про единство татарской нации. И про штаб татар говорят, что она призывает к единству татарской нации. Уважение к предыдущим поколениям – основа нравственности. Это все из этой книги. Желаем штабу татар передовой национальной организации дальнейших успехов, процветания, высоких результатов, попутного ветра в реализации ее миссии для татар в масштабе человечества и вселенной. Даже сказать тут написано. Вот. Наша задача в начале общения создать доверительные отношения и подружиться. Вот всего лишь навсего. С этого надо начать. Так, теперь абсолютно согласен, вот что здесь написали, значит, что говорит Рустам Файзович Ямалеев и Гульнара Яруллина. Абсолютно согласен. Даже не цитирую ничего. Теперь Салим Давлятшин, кандидат экономических наук, с каждым словом согласен. Рекомендую очень прочитать эту книгу. Фарис Харисов, член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель Российской Федерации, председатель экспертного совета Комитета Госдумы по образованию и науке. Тоже здесь выступает со страниц этой книги. Мощнейшая книга, ребята. Так, Ренат Мухаммадиев, это редактор газеты «Татар Даниаше». Теперь, но мне, да, и вот еще, так, 10-й, сейчас я скажу. Энгель Тагиров, профессор, ректор Института культуры мира ЮНЕСКО, президент Международной гуманитарной академии Европа-Азия, член-корреспондент российское телевидение по делам ЮНЕСКО, посол мира, академик. Вот что он интересно сказал.
мир погружается в стадию экзистенционального кризиса, утери вектора дальнейшего движения, горних перспектив развития, цели и смысл своего существования. Видите, в какой-то необыкновенный момент истории мы живем. Значит, весомость вклада татарского народа в цивилизационную копилку человечества, вводимая ведической силой и энергией мечты, должна быть довольно велика. То есть на каждом человеке татарской национальности живет особенная миссия именно в настоящее время. Со всеми людьми, которые вот здесь перечислены, мне очень бы хотелось встретиться и поговорить. И вот, значит, мы внедряем науку. Что про эту науку хочу я, коротко вас ознакомить. Что такое золотая логика разума? Да, это логика, и она непростая. Не зря говорят, что она золотая. Она метит золотом звездную веху и верно ведет человека к успеху. Успех каждого приведет к успеху страну. Золотая логика разума находит золотую струну в неповторимой душе каждого человека. Золотая логика разума – наука 21 века. Эта наука солнечным золотом, временем светлым в Россию войдет, пройдет через все испытания и из прошлого лучшее только возьмет и будет здоровым, разумным, успешным, счастливым и сильным великий российский и татарский народ. И для этого каждый всю свою волю и все свои силы сполна отдает. И прекрасной станет Россия. Нет мысли на свете красивей. Великий здравый смысл засияет сапфиром, великая благодать снизойдет и будет править миром. То есть сейчас просто Татарстан спасет Россию. Вот такой момент наступил. Потому что именно татары почему-то сейчас проявляют какую-то необыкновенную активность, необыкновенно организованы. И Татарстан на первом месте по экономическому развитию в такие критические моменты. То есть вы особенные ребята, вы в авангарде развития всей нашей страны. Вот это мне хотелось сказать. Yaşınlar bilirse, yağmurda kalır şırılar. Bursa dağda kara vurma, gözler şırılmazsın var. Udarlar gülde zeynep, sularına yüz almayın. Hey! Bursa dağda kara yollar, para millet kız almayın. Gülde Zeynep, sularında yüz almayın. Hey! Bursa dağda karlar yollar, para millet kız almayın. Bursa dağda karlar yollar, para millet kız almayın. Yaz gide gönüller şula yürüte. Uftanma, uftanma, uftanma. Yaz gide, gönüller şuna yürüte. Uftanma, uftanma, uftanma.
Askebe kutedip şol şeşi Gürsende uftanma